Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается ростом числа киберпреступлений. Сегодня во многих государствах реализуются различные меры, направленные на защиту граждан от мошеннических схем. Ужесточается законодательство, создаются и специальные службы. О судебной защите граждан, пострадавших от мошеннических действий посредством информационных технологий у нас в республике, мы сегодня и поговорим. Наши гости в студии: Майя Колесова, старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Саха. Майя Владимировна, добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с основного. Какие виды мошенничества посредством как раз-таки информационных технологий в настоящее время наиболее популярны? Я бы хотела отметить то, что в последние годы количество таких преступлений значительно возросло в сравнении с предыдущими годами. По итогам 2024 года количество таких преступлений превысило 4000, если в 2023 году их количество было около 3000. Если согласно статистике за 2024 год жители нашей республики в результате мошенничества потеряли более миллиарда рублей, и, соответственно, в 2023 году такая сумма составила 749 миллионов. Какие же виды мошенничества? Наиболее распространенным видом мошенничества является, скорее всего, звонок от сотрудника банка. То есть человеку поступает звонок от якобы сотрудника банка, который сообщает о том, что именно в настоящее время осуществляется попытка снять денежные средства с счета гражданина. И представляя сотрудникам банка, он предлагает ввести соответствующие коды с телефона либо с компьютера, сообщить также данные банковского счета либо карты, которые впоследствии используются мошенниками для хищения денежных средств. Также распространены случаи, когда представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают то, что в отношении гражданина либо родственника совершаются противоправные деяния, и в этой связи также необходимо совершить ряд действий и сообщить, соответственно, данные, в том числе персональные данные. Распространен также такой способ мошенничества, как предложение поучаствовать в инвестициях, в различных инвестиционных проектах путем вклада денежных средств. При этом предлагаются условия, максимально выгодные условия, которые не представляют другие организации, например, банковские организации. То есть гражданину предлагается в короткие сроки умножить свои денежные средства и в этой связи направить свои имеющиеся средства уже на какие-то счета гражданам и на другие банковские карты. Также, поскольку у нас сейчас почти каждый гражданин использует социальные сети, имеется такой вид мошенничества, как сбор денежных средств. То есть страница в социальной сети, аккаунт, он взламывается, и, соответственно, проводится сбор средств в соответствии с какой-то трудной, допустим, жизненной ситуацией. То есть кто-то заболел, кому-то требуется экстренная помощь, и указываются реквизиты банковского счета, и от имени гражданина осуществляется сбор денежных средств, хотя сам гражданин об этом не знает. Также часто поступают звонки о том, что родственник, ребенок, близкий человек сейчас попал в какую-то беду определенную, и ему также необходимо срочно перечислить денежные средства. То есть вот сейчас решается вопрос жизни и смерти, и, соответственно, допустим, мама этого человека, либо другой близкий человек, уже находясь в стрессовой ситуации, он уже не отдает отчет своим действиям и перечисляет денежные средства на, получается, первые попавшиеся уже реквизиты, которые были ему предоставлены. А вот если человек попался на уловку, что делать дальше? Как защитить свои права? В первую очередь следует обратиться в правоохранительные органы, сообщить о том, что совершены такие противоправные деяния, с банковского счета либо карты были сняты денежные средства, либо поступил звонок, который предлагал вступить в какие-либо инвестиционные проекты, и, соответственно, гражданин в результате этого потерял свои денежные средства. Уже после того, как вы сообщили в правоохранительные органы, когда уже произведен ряд действий по установлению
лиц, которые это совершили, обстоятельств самого события. После этого гражданин имеет право обратиться в органы прокуратуры за защитой своих прав уже в судебном порядке. То есть статья 45 Гражданского процессуального кодекса позволяет прокурору обратиться в суд с исковым заявлением в интересах гражданина, если он по состоянию возраста, здоровья и иных уважительных причин не может сам обратиться в суд. То есть необходимо подать жалобу с указанием на то, что вы пострадали от мошеннических действий и хотите возместить свой ущерб, то есть признать, допустим, недействительным кредитный договор, который был заключен под влиянием обмана, либо взыскать денежные средства, которые были похищены. В данном случае прокурор имеет право обратиться в суд, если вы подпадаете под категорию граждан. Если же вы не являетесь инвалидом, несовершеннолетним и либо не относитесь к другой льготной категории граждан, то вы вправе самостоятельно обратиться в судебные органы. При этом при обращении в органы прокуратуры органы прокуратуры оказывают всевозможное содействие, дают соответствующие разъяснения, в том числе со ссылкой на нормы закона, которые позволяют взыскать похищенные денежные средства, либо расторгнуть кредитные договоры, которые были заключены под влиянием обмана и других преступных посягательств. И, в общем, окажут всяческое содействие в этом. А в ситуациях, когда прокурор вступает в дело, что показывает судебная практика? Что происходит дальше? Судебная практика складывается следующим образом. Есть положительная судебная практика. Она условно делится на две большие категории. То есть обычно граждане обращаются, как я уже сказала, за тем, чтобы признать недействительными получения кредита, которые они совершили под влиянием и третьих лиц. И, то есть, механизм такой, что гражданин, находясь в стрессовой ситуации, либо под влиянием обмана, оформляет кредит и перечисляет его третьим лицам, которые, собственно говоря, совершили в отношении него мошенничество. При этом суды устанавливают следующие обстоятельства. Чтобы признать этот договор, они чаще всего назначают экспертизу, в ходе которой устанавливают, является ли гражданин ведомым, является ли он легко внушаемым, отдавал ли он отчет своим действиям, когда он приходил в эти банковские организации, оформлял на себя кредит и передал его третьим лицам. То есть если суд установит то, что гражданин в этот период находился в состоянии, в котором он не контролировал свои действия, в данном случае судебная практика складывается положительно. И при этом, конечно, учитывается следующее. То есть соблюдены ли были условия предоставления кредита. Законодательство требует, в частности, статья 819 Гражданского кодекса требует, чтобы форма кредитного договора была письменная. Также предусматривается и электронный способ заключения кредита. Вместе с тем, при этом должен быть соблюден ряд условий. То есть гражданин должен быть полностью осведомлен об условиях кредитования, он должен самостоятельно предоставлять свои данные, при этом он должен быть осведомлен об условиях, и после каждого этапа разъяснения ему условий он должен соответствующим образом подписываться, либо предоставлять свое согласие. То есть если условия кредитования не были соблюдены, то есть если, допустим, кредит заключен только путем введения кодов, введения подтверждений через телефон либо компьютер, при этом не было получено соответствующее согласие, гражданин не давал согласия на обработку своих персональных данных, в данном случае эти обстоятельства повлекут то, что суд признает то, что данный договор был заключен с нарушениями и, соответственно, может быть признан недействительным и применены последствия недействительности данного договора. То есть все возвращается на свои места. То есть кредит признается недействительным, гражданина отсутствующая обязанность по его уплате. Как не допустить того, чтобы не стать жертвой кибермошенничества? Прежде всего, конечно, нужно оставаться бдительным на протяжении. То
то есть во всей повседневной жизни, не следует доверять звонкам, где предоставляются, где поступают сведения о том, что звонит сотрудник банка либо правоохранительных органов, предлагают перевести деньги на безопасный счет, предлагают сообщить данные, реквизиты своих банковских счетов и карт, где сотрудники правоохранительных органов предлагают сообщить иные персональные данные под предлогом того, что сейчас идутся какие-то мероприятия, и при этом, как правило, требуют полной конфиденциальности, то есть о том, чтобы этот разговор не стал известен каким-либо третьим лицам. А также никогда не следует переводить денежные средства кому-либо, не подтвердив для себя, что это именно тот адресат, который представился по телефону. То есть следует проверять при этом. Никогда не следует вводить коды, либо проходить по ссылкам, которые приходят на телефон. То есть есть такие случаи, когда на телефон в СМС-сообщении приходит ссылка, человек, не зная его существа, проходит по ссылке, и в телефон проникает, соответственно, вирус, который дает удаленный доступ к телефону либо компьютеру. Не следует вводить, подтверждать СМС-код. То есть если приходит на телефон просьба выслать код, который приходит на карту, это, скорее всего, тоже действуют мошенники. Также рекомендуется контролировать оплату через введение реквизитов карты в онлайн-магазинах. То есть там, как правило, сохраняются эти реквизиты карты, и впоследствии они могут стать полезны для мошенников. Также рекомендуется не устанавливать какие-либо приложения с неофициальных источников. То есть эти приложения не проверены и могут предоставить доступ также для мошенников. Также надо помнить то, что сотрудники банков, сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют у клиента информацию о реквизитах карты. И также не требуют вводить одноразовые коды, в том числе пин-коды и так далее. Майя Владимировна, вот еще какой вопрос. Вы, как профессионал своего дела, вам наверняка, как и всем нам, звонили мошенники. Как вы поняли, что это были аферисты, и как вы поступили в этой ситуации? Вообще в таких случаях следует прекратить разговор. Если это звонят с банковской организации, допустим, в которой вы обслуживаетесь, вы можете предложить перезвонить самостоятельно на горячую линию, то есть по официальному телефону, грубо говоря, перезвонить самим и удостовериться, что это именно звонит сотрудник банка. Во всех случаях следует разговор прекратить и не вестись на те предложения, которые предлагает ваш собеседник. Особенно если он сообщает то, что этот разговор конфиденциален, о том, что от вас требуются данные, в том числе ваши персональные, допустим, паспортные данные, данные вашего ИНН, СНИЛС, номера вашей банковской карты, счета и так далее. Ну что ж, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, поделились важной и нужной информацией. Приходите к нам еще. Обязательно. Спасибо. Напомню, вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.